Победа каждого спортсмена – это его личное достижение, в первую очередь. Но если относиться к этому очень беспристрастно, скажем, то нельзя не отметить, что очень важно, чтобы у них для этого была материальная какая-то база. То есть где им тренироваться, на что ездить, на сборы и все остальное. Для хорошего оборудования. Поэтому это, я думаю, их общее достижение. То есть если не поддерживать талант, его не взрастишь. Конечно, это будет связано, потому что все-таки деньги вкладываются в спорт, развиваются, строятся стадионы. Вот, поэтому да. Какая-то заслуга есть, но не думаю, что она очень значительная. То есть, в любом случае, в первую очередь, это заслуга личности конкретной. А так, власти, может быть, материальная какая-то заслуга. То есть, тут я подоплеки не знаю. Мы этот вопрос обсуждали все в семье. Мы считаем, что все сошлось, все вместе, все поработали над этим вопросом. И поработали те, кто лыжи прокатывали, потому что первая гонка была, не получилось выигрыша, потому что, как сказали, лыжи не бежали. Вот этот вот характер, выдержка, это же личное человека. Причем здесь, собственно говоря, чиновники. Вон китайцы сдрефили, и на попу сел и один, и второй. Наш президент довольно много сделал, и вообще правительство, в принципе, много сделало для того, чтобы все-таки поднять уровень спорта в нашей стране на должный уровень. Я, конечно, не могу отнести конкретные награды конкретных людей, но тем не менее мы же видим, что у нас строится довольно много объектов, как, например, те же самые для хоккея, дворцы гребли, к примеру. 90% это его успех спортсмена зависит, конечно, от его работы, от его тренировок, от его целеустремленности, так. Человек вкладывает свою душу, он вкладывает свое время, свое все, это личное достижение. Но мы за них рады.